No, привет, Виктор. Я бы хотел сказать такой мой результат после того, когда я имею ваши камни. Что-то я уже заточил. Я много экспериментирую, чтобы я знал, в каких условиях работают. Вот скрипали и вот сланцы. Что я могу сказать? Вот этот радужный. Вчера прекрасно, агрессивно отработал на быстрорезе. Много углерода. 67 твердость. Он его просто жрал, как говорится. Хорошо работала, собственно, его суспензия. Быстро темнела, работала агрессивнее. Вот его преимущество. Ну, что я могу сказать об этом? Вот этот желтый прекрасно работает на всех порошковых сталях, и мелкозернистых, и крупнозернистых. Я бы его использовал после вот этого. Вот этот отработает матрицу очень агрессивно. Вот этот отработает желтый. Взгляд еще подготавливает для последнего камня. И последний камень для порошковых сталей. Вот наш рассудец. Его состав только 15% кварцита. Остальное гранит и больше всего, ну, так я скажу, глинозем. Я не знаю точно. Потому он не работает так агрессивно между карбидами. Он не способен, с ним можно работать длиннее, и он не вытянет микрозаусенец на режущую кромку. Что касается финского сланца, я посмотрел под микроскоп. Я это называю звездное небо. Здесь много кварцитов, крупных кварцитов. Это хороший камень. Вчера отработал на вот этой стали S390 прекрасно сначала. Лин тоже работает. Имеет, подля моего мнения, большое процент кварцита. Потому работают вот эти очень агрессивно. С ними надо очень осторожно. Недолго поработать. Чуть-чуть. Я посмотрю, чтобы видео не было длинное. Я переключусь и потом скажу остальных. Ну, продолжаем. Так как я сказал, вот с этими очень осторожно. А финиш после них может быть для вида стали. Или рассудец, или наступят вот эти скрипали, вот этот скрипаль, твердый, мелкозернистый, очень хорошо работает на мелкозернистых сталях. Хорошо отработал на Elmaxe, на RVL34, на S90V. Вот этот твердый скрипал. Я его использовал только пару движений на финиш, на порошковых сталях. Какая стал? S90V и MagnaCut. Здесь я наводил суспензию мягким слуриком, окаменелое дерево. Что касается молочного, он работает чуть-чуть медленнее, как радужный, но работает. Так бы я сказал, вот примерно как это бы были обдирочники. Вот это бы были средние камни для заточки. И вот эти камни все могут быть применены для финиша, для какого-то вида стали. А вашиты это отдельная категория, все известны. С вашитами надо разбираться. Вашита тоже берет нержавейку, и как я вчера
показал тоже берет крупнокарбидные углеродистые стали без проблем. Абсолютно классно берет нержавейшую кухонную сталь на финише. Прекрасные результаты, прекрасно работает. Без каких ошибок. Спасибо. Пока.